Комплекс ГТО – это программа физической подготовки школьников и студентов, существовала в советской стране. С прошлого года президентом России был подписан указ о возвращении физкультурно-спортивному комплексу ГТО былого авторитета. В Ленском районе этот указ давно взяли на вооружение. А тех, кто сегодня готов к труду и обороне, в нашем следующем сюжете. Кстати, это первое предприятие Ленского района, решившее сдать нормативы ГТО. Его руководство уверено, спортивная закалка обязательно скажется на производительности труда. Но в первую очередь это забота о здоровье и правильный подход к позиции здорового образа жизни. Мы задумывали давно, и планировали. Вот наконец-то дождались хорошей погоды и решили проверить свои силы. На самом деле мы готовы к труду и обороне. Вот коллектив практически в полном составе сегодня на стадионе. В программу комплекса для газовиков были включены проверки на скорость и выносливость. Это бег на короткую и длинную дистанцию соответственно, прыжки в длину, стрельба из пневматического оружия и метание гранаты. И силовая нагрузка. Мужчины делали рывок гири и подтягивались на турнике. Женщины отжимались и качали пресс. Вся нагрузка была распределена по возрастным категориям. Коллеги поддерживали и болели друг за друга. Внимание! Давай, 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 давай! Такое спортивное рвение, безусловно, поддерживается районным спорткомитетом, специалисты которого надеются, что и другие предприятия откликнутся на призыв сдать нормативы Всероссийского физкультурного комплекса. Как и в советские годы, за успешную сдачу нормативов ГТО будут вручаться специальные значки. Когда эта практика придет в Ленск, пока неизвестно. Но предприятие можно самостоятельно поощрить отличившихся спортсменов. Например, разместить фотографии на доске почета.